В день своего воскресения Иисус Христос трижды появляется зримым образом на людях. Рано утром Его видят и с Ним разговаривают женщины, пришедшие на Его гроб. Днем Он является двум путникам, идущим в селение Маус. А вечером воскресший Иисус входит через запертые двери к собравшимся вместе своим ученикам. Чтобы убедить апостолов, что Он не мертвец и не призрак, Господь показывает им раны на своем теле и вкушает вместе с ними пищу. Но в тот вечер среди них не было Фомы. Крестная смерть Спасителя произвела на него удручающее впечатление, и он пал духом, и, видимо, решил, что уже незачем ученикам быть вместе, так как все кончено, и поэтому каждый может вернуться к прежней жизни. Но через некоторое время он встречает других апостолов и слышит от них, что они видели Господа. Он резко и решительно отказывается доверять их словам. Не веря в воскресение своего учителя, он заявляет, что поверил бы только тогда, если бы не только своими глазами увидел, но и осязал своими руками знакомые раны на теле Господа. И воскресший Христос, словно отвечая на упорное неверие своего ученика, снова является чудесным образом апостолом через закрытые двери в тот час, когда с ними был и Фома. Став среди них, как и в первый раз, совершенно неожиданно, Господь обратился к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И увидев распятого Христа во славе воскресения, Фома поклонился Ему и признал в Нем Господа. И все же, для того, чтобы обрести веру, апостолу Фоме потребовались внешние доказательства. Эта позиция очень близка современному рациональному подходу в отношении к Богу. Если не увижу, не потрогаю, то не поверю. Такое отношение Господь хоть и не осудил, но дал ему свою оценку. «Ты поверил, — сказал он Фоме, — потому что увидел, блаженны же, то есть достойны большей чести, не видевшие и уверовавшие». Так Господь ставит выше ту веру, которая рождается от внутреннего чувства любви и доверия к Богу, чем ту, которая вызывается чудом или внешними обстоятельствами. Сомнение Фомы вписано в историю человечества и стало нарицательным. Каждый из нас в большей или меньшей степени носит в себе частичку того самого Фомы неверующего. Но каждому Господь готов снизойти и дать себя почувствовать. Было бы на то лишь желание человека. Имел его Фома и стал пламенным апостолом, просветившим своей верой многие страны. А еще неделя о Фоме свидетельствует о том, что даже воскресшее и преображенное тело Христово несет на себе раны, нанесенные ему людской злобою. И пока на земле останется хотя бы один грешник, эти раны будут открыты, и это свидетельство бесконечной любви Христа к своему заблудшему созданию. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул уверовавший Фома. А вслед за ним это может повторить каждый, для кого любовь побеждает ненависть, для кого Христос преобразил мир временной земной жизни в переход к вечной жизни. Эту Пасху, в переводе с древнееврейского «переход», и празднует Церковь, вспоминая в эти дни торжествующее свидетельство о воскресшем Боге апостола Фомы.